Наш эфир продолжают новости. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Якутия получит скачок в развитии трансплантологии. Подписано сразу 2 соглашения с Национальным исследовательским центром имени Шумакова. Там готовят чемпионов. Летний спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» в Алепинском районе закрыл летний сезон. Это культурное достояние эвенкийского народа и формирование единого культурного пространства эвенков России. Эвенкийский фестиваль «Севеки» завершился в городе Алдане. Под руководством главы Якутии Айсена Николаева обсудили экономическое развитие республики. Рассмотрены вопросы внесения существенных изменений в условия госконтрактов и перемещения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Принято решение по отдельным объектам, строящимся по инвестпрограмме региона, ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств Минстроя Якутии на этот год и плановый период 2025 года. Определен перечень госконтрактов на приобретение жилых помещений по программе переселения из аварийного жилья. Кампания по заготовке корма для крупного рогатого скота на территории Якутии идет полным ходом. По утвержденному плану будет заготовлено порядка 435 тысяч тонн сена, 28 тысяч тонн силоса и 14 тысяч тонн сенажа. На текущую дату по республике скошено 175 тысяч гектаров сенокосных угодий. Это более 165 тысяч тонн заготовленного сена. Это 38% от плана. На сенокос вышло 24 тысячи человек и около 9 тысяч тракторов. Предварительный прогноз заготовки сена по всей республике составляет 383 тысяч тонн, 88% от плана, с учетом заготовки 36 тысяч тонн сена мобильными бригадами на отдаленных участках. При этом имеется 40 тысяч тонн сена прошлого года. В результате будет обеспечено выполнение плана заготовки сена на 97% или 421 тысяча тонн сена. Оперштаб Якутии продолжает дополнительное обеспечение оснащением и снаряжением участников спецоперации. На сегодняшний день завершена поставка в зону СВО 16 квадроциклов ЕКТ «Сокола» и комплектующих для дронов. На днях ожидается поставка территориальной опорной пункты адресных посылок, а также 3 единиц техники. Их пожертвовали предприятия и организации республики. Продолжается работа с поставками материалов и вещей первой необходимости. Кроме того, мы с крайнего транша это финансирования завершили полностью поставку товаро-материальных ценностей в территориальные опорные пункты. В настоящее время опорными пунктами осуществляется передача тех-то поставленных технических средств, это и снаряжение, и рэбы, беспилотные летательные аппараты, те, которые сегодня необходимы для решения задач, связанных со специальной военной операцией по представленным заявкам и командования. В Якутию с рабочим визитом прибыл главный трансплантолог России Сергей Готье. Цель визита – обсудить проблемы трансплантологии и высокую потребность в таких операциях в республике, а также определить основные меры, которые помогут увеличить их объемы. Несмотря на значительную потребность в трансплантациях, регион сталкивается с рядом объективных проблем. Основными из них является нехватка как родственных, так и донорских органов, что связано с низкой численностью населения. В результате большую часть трансплантаций выполняют в федеральных клиниках. Для того, чтобы увеличить эти масштабы, есть ряд организационных таких движений, которые должны быть предприняты, которые мы обсуждали сейчас. Естественно, наличие специалистов, которые могут работать в этой области. Они есть, опять же, но их должно быть больше. И возможности обсуждались, как сделать так, чтобы трансплантаций было больше. Ну и в результате Якутия получит скачок в развитии трансплантологии. Подписано сразу 2 соглашения с Национальным исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. Их подписали на совещании, где обсуждали вопросы обучения новых и повышения квалификации уже имеющихся специалистов. Для этого приглашены врачи-кардиологи и трансплантологи из исследовательского центра имени Шумакова под руководством Сергея Готье. В течение 2 дней эксперты центра ознакомятся с базами проведения операций в Якутии, а также проведут обучающие мастер-классы по пересадкам органов.
Будем рассматривать очень широкий спектр вопросов, которые связаны с подготовкой наших пациентов, непосредственно с проведением процедуры трансплантации, да, не только таких органов, как почки, но и печень. На сегодняшний день мы говорим о подготовке к этому направлению тоже, то есть развитие этих направлений. И, конечно же, круг вопросов будет касаться лекарственной терапии. Далее будет встреча с нашей пациентской организацией, где тоже Сергей Владимирович будет общаться с нашими пациентами, кому была проведена трансплантированным пациентом. Да? Но ГИБДД организовала проверку водителей автобусов. За 7 месяцев текущего года в Якутии зафиксировали 6 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Пострадали 8 человек. Основной причиной стали падения пассажиров внутри транспортных средств. Во время профилактического рейда дорожные полицейские проверили внешний вид транспортных средств, их чистоту, включая салоны, также наличие необходимой документации и исправность обязательного оборудования. Целью проверки стало повышение уровня безопасности пассажирских перевозок. В рамках административного расследования дается оценка водителю. Если они нарушают правила дорожного движения, то привлекаем к административной ответственности. Ну и сложность у нас состоит в том, что в транспортных средствах есть камеры, которые фиксируют внутри салона, ну и движение, да. Но в основном при дорожно-транспортных происшествиях, когда разбираем ДТП, вот эти камеры, к сожалению, в нерабочем состоянии бывают. Поэтому очень сложно определить причину дорожно-транспортного происшествия. Самую большую школу в республике на 990 мест строят в Якутске, в микрорайоне ДСК. Ее планируют ввести до конца текущего года, а 1 сентября 2025-го в школе уже сформируют учебные классы. В трехэтажном здании предусмотрены столовая на 540 мест, медблок, 2 спортзала, актовый зал, коворкинг-центр. Всего школа вместит 33 класса или 3 параллели по 11 классов. Площадь застройки свыше 8 тысяч квадратных метров. На территории школы разместят спортивную и игровую площадки, а также газоны и кустарники. В Горном Улусе работает пилотный проект «Моя первая зарплата». Он запущен в этом году через Минтруд Якутии. В пилотный проект вошли 4 района, в том числе Горный. Суть в том, что за лето дети должны работать и получать свою первую зарплату. Трудоустроить детей должны индивидуальные предприниматели, которые заключили соцконтракт с администрацией Улуса. Горный район, тоже подхватив эту идею, получается, через управление сельского хозяйства тоже предусмотрели финансирование в размере 1 миллион рублей. И через УСХ будет трудоустроено 39 детей. В общем объеме 50 детей от 14 лет за лето получат свою первую заработную плату. И мы очень надеемся, что эта хорошая тенденция сохранится из года в год. Летний лагерь «Олимп» в Алекминском районе в следующем году отметит свой 45-летний юбилей. У лагеря спортивный уклон. Именно там на протяжении многих лет выявляют и готовят будущих чемпионов. В течение лета ребята улучшают свои показатели, а кто-то находит свой вид спорта. Закрывая летний сезон, подвели итоги, а также чествовали призеров игр «Дети Азии». Им вручили благодарственные письма и небольшие подарки. А воспитанники лагеря подготовили концертную программу. Ну, тяжелый соперник был Якуты, Сикутами был. А вот других такое даже, можно сказать, не почувствовал. Этнокультурное достояние эвенкийского народа и формирование единого культурного пространства эвенков России. Вот основной пункт резолюции, принятой на межрегиональном эвенкийском фестивале «Севеки» в городе Алдане. Чем еще запомнится фестиваль, расскажет Руслан Павлов. Если обратиться к сухой статистике, то можно отметить, что в Якутии проживает наибольшее количество эвенков России – чуть более 18 тысяч человек. Всего же в нашей стране людей этой национальности 37 тысяч. Небольшой городок. В Алданском районе эвенки – это коренное население, и они по-прежнему заселяют свои исторические территории. В современных границах административного отделения – это Белецкий и Анамынский наследие. Наверное, по этим причинам очередной межрегиональный эвенкийский фестиваль «Севеки» провели на Алданской земле.
потому что здесь проживают самое большее количество эвенков Якутии, да, ну, в селе Хатастыр, вы все прекрасно знаете. И, ну, Алдан является у нас соорганизатором нашего фестиваля, он является соучредителем этого фестиваля, и поэтому мы с радостью приняли приглашение и приехали сюда, в Алдан. На фестиваль съехались гости из Забайкалья, Хабаровского края, Бурятии, нескольких районов Якутии. Самой многочисленной делегацией малочисленного народа была принимающая сторона. В узком кругу небольшой народ обсудил большие глобальные проблемы. В первую очередь они касались объединения сородичей и сохранения этнокультурных традиций эвенков и особенно национального языка. Из общего количества им владеют всего 8%, и в основном это старики. Сейчас многие занимаются этим. Есть множество коллективов, такие как Гулвун или та же самая Синильга. Детей ходит много. Все активно принимают в этом участие. Язык как сохраняете? Проводятся уроки, мастер-классы. Кто-то его знает, ну, как сказать-то, полностью. Кто-то изучает. Конечно же, технический прогресс влияет на мировоззрение молодежи и незаметно вытесняет исторические традиционные устои малочисленных народов. Однако даже в малом составе эвенки стараются сохранить свою самобытную культуру. Очень хорошо, что есть молодежь, потому что основная работа – это сохранение, популяризация и передача, да, то есть преемственность от поколения к поколению, чтобы старшее поколение передало именно то, что они сохранили, то, что имеют. И передали другим? Да, другим, будущим своим. И тем самым сохранили и этнос, и культуру, язык. Алданское население, конечно же, знакомо с культурой эвенков, но очень поверхностно. Немногие знают о ежегодном национальном празднике Бакалдын «Встреча лета», хотя он очень похож на якутский эссах. Схожи и национальные блюда у якутов и эвенков, но мало кто разделяет эти культуры. Первый раз попробовали медвежатину. Как на вкус? На вкус очень вкусно. Похоже на мясо говядины с таким же жирком. Очень вкусно было. Я бы сейчас попробовала. Множество культур нашей многонациональной страны самобытны, а значит бесценны. И главная задача государства – не потерять каждую из них, а значит сохранить уникальность большой и сильной России. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. На этом все. В скором времени мы вернемся и подведем итоги дня. Оставайтесь с нами.